Обзоры экономических, спортивных событий, мировые новости и главные события региона. Обо всем этом мы не только расскажем в ближайший час. Начнем с курса валют. На сегодняшний день курс рубля к иностранной валюте, установленный Центробанком, составил за доллар 64 рубля 74 копейки, евро 71 рубль 29 копеек. Что касается обмена валюты в Якутске, то выгоднее всего доллар покупает Россельхозбанк за 64,50, а продает Восточный банк за 64 рубля 70 копеек. По евро в покупке лидирует Россельхозбанк, это 71 рубль, а продает выгоднее всего Азиатско-Тихоокеанский банк за 71 рубль 24 копейки. В России могут появиться киберюристы, решающие проблемы с утечками данных. Принятие закона о компенсации ущерба людям, пострадавшим от утечек персональных данных, чревато появлением так называемых киберюристов, которые якобы помогают людям вернуть деньги, а фактически сами организуют эти утечки. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что вопрос установления на законодательном уровне компенсации клиентам банков, чьи персональные данные из-за утечки оказались в руках мошенников, требует внимательного изучения, при этом напомнив о важности соблюдения основных правил кибергигиены. Россиянам старше 16 лет и иностранцам могут разрешить охотиться с чужим ружьем. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Предлагается разрешить лицам носить и использовать зарегистрированное охотничье оружие, переданное им для охоты. Проектом предлагается ввести новый вид разрешительного документа. Новое разрешение будет выдаваться на 5 лет и после прохождения гражданином обучения, проведения проверочных мероприятий. Авторы отмечают, что введение этих норм не увеличит риски для общественной безопасности. Также предлагается разрешить временно передавать оружие россиянам с 16 до 18 лет. Для этого они должны будут получить разрешение на ношение и использование оружия, а также охотничий билет. В России могут ужесточить наказание за киберпреступления. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Подробнее в экономическом обзоре расскажет мой коллега Иван Лазаренко. Иван, а какие именно прозвучали предложения? Да, Кристина, действительно, в свете последних событий, связанных с утечкой персональных данных держателей банковских карт, предлагается, во-первых, усилить работу по защите таких персональных данных от самих же сотрудников банков, ну а во-вторых, ужесточить меры наказания за совершенные преступления в сфере кибербезопасности. Это новости экономики, в студии Иван Лазаренко. Сбербанк России после утечки данных существенно изменит систему защиты от внутренних проникновений в систему, сообщил глава Сбербанка Герман Греф. Самая большая проблема – это и уязвимость изнутри, когда сотрудники, которые должны защищать, они создают систему, они, конечно же, знают все уязвимости, и они могут этим воспользоваться. Сейчас перед нами встала совершенно другая задача – как защититься от этого, сказал Греф. По его словам, к сожалению, в мире, наверное, самая большая проблема. Утечки бывают даже из таких организаций, как ЦРУ, отметил Греф. По его мнению, с угрозами надо бороться совместно участникам рынка, регулятору, сотовым операторам и другим сторонам процесса. По мнению топ-менеджера, Сбербанк, как крупнейший банк, должен быть активным участником этого процесса. Отмечая рост угрозы кибербезопасности, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России обсудит с участниками рынка ужесточение ответственности за киберпреступления. Тем временем комиссии при переводе денег между российскими регионами в рамках одного банка должны быть устранены. С таким заявлением выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Глава правительства назвал нынешнюю ситуацию недопустимой. По мнению Медведева, этот вопрос касается почти каждого человека в стране. Премьер-министр указал, что банки зачастую пытаются получить дополнительное вознаграждение за обычные процедуры, которые, по его словам, не несут никакой финансовой нагрузки. Изменения в этот закон должны позволить избавить граждан от так называемого банковского роуминга, заключил он. Страна у нас большая, но с точки зрения такого рода электронных транзакций это абсолютно никакой разницы не имеет и никак не сказывается даже на затратах. С начала текущего года, напомню, в России заработала система быстрых платежей. В ее рамках физлица могут быстро совершать мгновенные платежи, например, по номеру телефона между банками. Оператором системы выступает Центробанк. В начале апреля стало известно, что регулятор разрабатывает идею использовать систему для перевода зарплат.
Правительство одобрило законопроект о совершенствовании государственной кадастровой оценки, сообщает Росреестр. По словам руководителя ведомства Виктории Абрамченко, в документе применен принцип «любое исправление в пользу правообладателя». Если в результате исправления ошибки стоимость уменьшилась, такая стоимость применяется ретроспективно с даты применения ошибочной стоимости. А если увеличилась, с нового налогового периода, пояснила Абрамченко. Законопроект изменяет механизм внесудебной оценки кадастровой стоимости. Сейчас заявление об оспаривании кадастровой стоимости принимают комиссии по рассмотрению споров, но они фактически не несут ответственности за принимаемые ими решения. Теперь рассматривать споры будут региональные бюджетные учреждения. Законопроектом устанавливается персональная ответственность директоров таких учреждений за качество кадастровой оценки. Пенсионный фонд России ожидает увеличения размера страховых пенсий по старости в 2020 году на 1000 рублей до 16,5 тысяч. Об этом рассказал глава ведомства Антон Дроздов. Индексация в 2020 году заложена на уровне 6,6%, в 2021 – 6,3%, в 2022 – 5,9%. Таким образом, в 2022 году пенсия вырастет до 18 300 рублей. Дроздов заметил, что инфляция в текущем году ожидается на уровне 3,8%, а далее, согласно прогнозам, 3% в 2020 году и по 4% в 2021 и 2022 годах. То есть страховая пенсия по старости будет расти быстрее инфляции. Также с 1 апреля 2020 года ожидается повышение на 7% пенсий по государственному пенсионному обеспечению, большая часть из которых приходится на социальные пенсии. После увеличения в 2020 году размер пенсии составит 10 320 рублей, что на 5% выше прожиточного минимума пенсионера. Дроздов добавил, что индексация пенсий в 2020 году затронет 15 миллионов человек и дополнительно потребует 423 миллиарда рублей. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24. Кристина, ну а актуальная информация о событиях из мира экономики в следующих выпусках. Спасибо. Иван, спасибо. Об экономической ситуации в стране нам рассказал Иван Лазаренко. В поселке Чульман Нерюнгринского района проблема. Рейсовый внутрипоселковый автобус периодически пропускает рейсы. Чульманцы возмущены. Сейчас с нами на прямой связи наша коллега Александра Цыбикова. Саша, здравствуй. Расскажи, что говорят жители по этому поводу. Кристина, здравствуй. Да, жители действительно возмущены, так как эта проблема существует уже не первый год. Дети, школьники, выходя на остановки, ожидают автобус и не всегда могут его дождаться. А дело в том, что сейчас-то у нас минус 5-10, а скоро будет минус 40. Как будут дальше развиваться события, мы решили узнать у диспетчера ООО компании НАК Татьяны Бухальцевой. Здравствуйте, Татьяна Николаевна. Скажите, как давно существует эта проблема и сколько вообще автобусов обслуживается в Чульмане? В Чульмане Чульман обслуживает 2 автобуса компании НАК. На вчерашний день был 1 автобус, потому что один был сломан, делал помпу, у него не работали печки, затягивало стекла льдом, ничего было не видно. И постоянно у него то радиатор, автобусы белые Павловского завода без конца ломаются. Как часто вам поступают звонки и жалобы от жителей вот именно в диспетчерскую? Да почти каждый день были жалобы. Вот сегодня он вышел с ремонта, сделал помпу, поменяли помпу, радиатор, систему запустили, все, тосол залили. Сегодня вот ходит 2 автобуса. А так каждый день то одна причина, то другая причина. Причины постоянно разные. И люди возмущаются. Я уже заказывала 2 автобуса на республику Айсену Сергеевичу, но мне пришел отказ, что компания денег нет возможности купить автобусы. Хотя у нас с Чульмана идет Колмар, платит большой ущерб за реку Чульман, и все эти деньги уходят на Якутск, миллионы, и на районную администрацию. Но районная администрация эти деньги выделяет на школы и больницы, на школы, на детские учреждения. Поэтому Чульман у нас остается большая проблема.
Спасибо большое, я вас услышала. Да, действительно, более 8 тысяч человек проживают в Чульмане, а это значит, что одного и двух автобусов, естественно, недостаточно. Ну, я думаю, что эта проблема будет каким-то образом решаться, мы на это надеемся. Тем более, что впереди морозы, холода. Хочется отметить, что еще эта проблема не решается из-за того, что у нас во всем районе отсутствует обучение водителей на категорию «Д», соответственно, и междугородние, и внутрипоселковые, и внутригородские автобусы нуждаются в водителях. Ну, на этом у меня все. Кристина. Саша, спасибо. Я напомню, на прямой связи из Нерюнгри была моя коллега Александра Цыбикова. Мы продолжаем. Минфин России разработал законопроект, которым предлагается ввести уголовную ответственность за незаконную добычу драгметаллов и драгоценных камней, а также усилить за незаконный оборот драгоценных металлов и камней. Ответственность предлагается ввести в статью Уголовного кодекса «Нарушение правил охраны и использования недр». Она будет предусматривать наказание в виде принудительных работ или лишения свободы до 7 лет. Также они будут сопровождаться штрафами, кратными стоимости незаконно добытых драгоценных металлов. Изменения также предлагается внести в статьи незаконный оборот драгоценных металлов или драгоценных камней и нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней и усилить наказание по этим составам. Банк России рассказал о новом способе хищений с банковских карт. Мошенники выдают себя за сотрудников банков с помощью технологии подмены телефонных номеров. Зафиксирован значительный рост числа сообщений о номерах телефонов мошенников, поступающих в Центр мониторинга. Центр отправил запросы на блокировку около 5000 номеров. Одним из ключевых рисков является человеческий фактор. Злоумышленники, к которым попали персональные данные, легко могут имитировать разговор с работником кредитной организации, страховой компании или госструктуры. При этом жертвы мошенничества, которые считают, что эта информация известна только им, поддаются на обман, называя контрольные слова, коды подтверждений и иные данные, которые предоставляют возможность мошенникам похитить денежные средства. Далее в эфире рубрика «Чрезвычайные происшествия». Александр Хавренко с подробностями. Турецкая армия второй день атакует позиции курдов на севере Сирии. Анкара намерена создать там зону безопасности. В ответ на критику со стороны ЕС Анкара устами президента Эрдогана грозит направить в Европу миллионы сирийских беженцев, рассказывает Сергей Берец. Сухопутные войска и ВВС Турции наращивают интенсивность ударов по позициям курдских отрядов народной самообороны восточнее Ефрата. Операция «Источник мира», заявленная цель которой – создание зоны безопасности в северных районах Сирии, продолжается второй день. Турецкие самолеты совершают боевые вылеты с авиабазы в Диярбакыре. Они поддерживают наступление подразделений спецназа и пехотных частей, атакующих курдов в районах Тель-Абьяда и Рас-эль-Айна. По данным из курдских источников, здесь идут тяжелые бои. В боевых действиях участвуют также противники курдов и союзники турок из сирийской народной армии. Как утверждает турецкое командование, задачи, поставленные войскам на текущий день, выполнены. Анкара утверждает, что цель военной операции не захват сопредельных территорий, а освобождение их от тех, кого она называет террористами. По словам турецких официальных лиц, в эти районы смогут вернуться сирийские беженцы. 5 стран ЕС предложили обсудить турецкое наступление на заседании Совета безопасности ООН в четверг. Президент Реджеп Таyyip Эрдоган заявил в ответ, что если Евросоюз попробует навесить на действия его страны ярлык вторжения, он распахнет ворота и отправит в Европу 3,5 миллиона сирийских беженцев. Курдское информационное агентство АНФ передает, что ополченцы оказывают упорное сопротивление оккупационным силам. Оно также публикует имена мирных граждан, погибших и раненых в результате турецких обстрелов и бомбардировок с воздуха. По сообщению агентства «Анадолу», приграничный турецкий город Акчакале подвергся ракетному и минометному обстрелу с сирийской территории. Погибли 3 человека, 12 получили ранения.
Курды называют полосу вдоль северной границы Сирии Рожава. При поддержке американцев они сыграли ключевую роль в освобождении этих земель от экстремистов запрещенного исламского государства. Решение президента США Дональда Трампа вывести из этих районов американский контингент курды, и не только они, расценивают как согласие на турецкое наступление. Госсекретарь Майк Помпео накануне отрицал, что Вашингтон дал ему зеленый свет. Власти вьетнамской столицы закрыли для туристов популярную улицу с кафе, расположенными вдоль железнодорожного полотна. Подробнее Елена Островская. Посиделки и селфи на рельсах посреди Ханоя отменяются. Власти вьетнамской столицы выполнили свое давнее обещание и закрыли узкую улицу с популярными туристическими кафе, посреди которой проходили старинные железнодорожные пути. Горожан домой пускать будут, а вот приезжим больше не доведется тут отдохнуть. Жителям по-прежнему разрешено тут ходить, но они будут отвечать перед властями за то, чтобы туристы ради их же блага не заходили в коридор безопасности вдоль путей. В минувшее воскресенье поезд вынужден был остановиться, чтобы не задавить отдыхающих. Это переполнило чашу терпения городских властей. Министерство транспорта потребовало закрыть все кафе вдоль рельсов к субботе, 12 октября. Для владельцев заведений это настоящая катастрофа, говорит Ле Туан Анх. Мне очень обидно. Это прекрасный туристический аттракцион, который надо было рекламировать и развивать. Власти должны были найти баланс между безопасностью и продвижением красоты Вьетнама. Туристы также остались недовольны закрытием излюбленной достопримечательности. Возможно, вглубь района и опасно заходить, но запрещать фотографироваться даже отсюда – это точно плохая идея. Это же вообще не опасно. Фотографии людей, сидящих на рельсах, и видео с проезжающим сквозь толпу поездом за последние годы стали одной из визитных карточек Ханоя. Редкий турист отказывал себе в удовольствии выложить в Инстаграме снимок с узкой улицы. А поток отдыхающих в страну лишь увеличился. Только за последние 9 месяцев сюда приехали почти 13 миллионов человек, на 11% больше, чем в прошлом году. Железные дороги на севере Вьетнама – наследие времен французского колониального владычества. Узкоколейки дошли до наших дней в практически неизменном виде с 1902 года. Полотно настолько ветхое, что даже известный своей любовью к поездам северокорейский лидер не решился продолжить по нему путь. Направляясь в Ханой на встречу с президентом США Дональдом Трампом, Ким Чен Ын вынужден был пересесть на автомобиль на корейско-вьетнамской границе. Музыкант, заставивший Грету Тунберг полюбить тяжелый металл, поделился историей создания популярного вирусного ролика. А еще раскрыл одну страшную тайну, рассказывает Роман Чуриков. Грета Тунберг исполняет шведский дэт-метал. Экстремальный ремикс на речь 16-летней экоактивистки в ООН посмотрели на одном лишь YouTube почти 5 миллионов человек. Возможно, вы в их числе. И вот, оказывается, интернет-хит, в одночасье завоевавший мир, родился в небольшой подвальной студии в нью-йоркском районе Квинс. Его автор, фанат тяжелой музыки и мультиинструменталист Джон Молоск, рассказывает, как ему пришла в голову идея добавить металла в выступление Греты. Мне показалось, что ее выбор слов и то, как страстно она говорит, были очень металлическими. В тот вечер я поругался с женой, и вместо того, чтобы идти спать, я пришел сюда и создал песню. На это ушло где-то 7 часов. Мне очень понравилось. Самым интересным было воссоздать ее интонации и особенно часть про «How dare you?». На утро был очень горд собой. Показал друзьям, все посмеялись, но я и представить не мог, что из этого получится. Речь Греты Тунберг в ООН 23 сентября породила множество мемов и пародий в интернете, как хвалебных, так и критических по своей сути. Но, вероятно, именно ремикс Джона Молоска стал самым популярным. При этом музыкант раскрыл нам небольшую тайну. На самом деле поет в этой песне вовсе не Грета.
I recorded her speech into the computer. Я записал ее речь, перенес на компьютер, сочинил подобающую музыку, которая подходила бы под ее интонации и темп. Потом я попытался обработать голос Греты, исказить его, понизить на октаву, ну и так далее. Но так и не смог сделать его достаточно металлическим. Мне хотелось, чтобы она звучала как в «Экзорцисте», но не получилось. Пришлось взять микрофон и спеть все самому. Несмотря на этот подлог, музыканту удалось добиться признания даже от самой Греты. У себя в Твиттер активистка вывесила видео моллюска и написала: «Все эти климатические штуки мне больше не интересны. Отныне я буду заниматься только дэт-металлом». Теперь Джон шутит, что обязательно пригласит Тунберг спеть дуэтом на его новом альбоме. Это были мировые новости на Якутии 24. Сегодня первый день соревнований 12-го международного турнира по вольной борьбе серии Гран-при Дмитрия Коркина. В Центре спортивной подготовки и «Триумф» идут предварительные схватки. Там сейчас находится наш коллега, спортивный журналист Николай Бестинов. Николай, здравствуй. Расскажите подробнее о первом соревновательном дне, как настроены спортсмены и болельщики, что является главной интригой турнира. Здравствуйте, Кристина. Полным ходом идут жаркие схватки первого дня. Сегодня участвуют 4 олимпийские категории, да, 57, 65, 74 и 97 килограммов. Уже случилась главная сенсация турнира. Наш самый именитый участник, трехкратный чемпион мира и Европы, бронзовый призер прошлых Олимпийских игр Гаджи Алиев из Азербайджана проиграл во втором круге бурятскому спортсмену Даши Шарестепанову. И мы так и не увидим его схватку с нашим Нургуном Скрябиным. И вообще в каждой весовой категории участвуют очень сильные, да, мировые лидеры. И про это сколько участников, сколько судей представлено, расскажет главный судья соревнований Александр Николаевич Чуенко. На этом турнире представлено 155 участников. Это сильнейшие борцы не только России, но и всего мира, из которых присутствует 26 стран. Также работают сильнейшие судьи, арбитры России, которые обслуживают все, не только чемпионаты страны, но и первенство Европы, первенство мира. Также есть и иностранные судьи. Это представитель Азербайджана, представитель Польши, представитель Монголии. И это все судьи международной категории. Александр Николаевич, вчера из-за погодных условий была задержка авиарейсов, да, из-за этого вы поменяли, да, регламент турнира немножко, да, расскажите про это. Регламент был немного поменян, да, и из-за того, что, задержка рейсов, мы не стали рисковать и сделали жеребьевку сегодня утром прямо при взвешивании. Сегодня, так как все уже вернулись, сегодня жеребий пройдет по расписанию в 14:00. Расскажите про регламент турнира по положению. Когда финалы начнутся? Как видите, соревнования уже у нас приступили, борьба идет полным ходом. Сейчас уже ближе подходим к полуфинальным, не к полуфинальным, 1/4 встречи. И полуфинальные встречи сегодня начнутся в 14:00. Завтра начнутся борьба, новые весовые категории. Также пройдут до финалистов. А кто сегодня выйдет в финал, завтра финалы начнутся в 17:00. Спасибо, Александр Николаевич. Техническим делегатом от Объединенного мира борьбы является Валерий Антонович Силет. Валерий Антонович, здравствуйте. Добрый день. Расскажите про уровень соревнований, да? Как оцените нынешний турнир памяти нашего выдающегося тренера Дмитрия Петровича Коркина? Как видите, география спортсменов-участников очень большая, обширная. Такие страны, как Канада, Куба, Америка, Япония привезли своих, не самых лучших, но очень сильных спортсменов. В сборной команде Азербайджана есть чемпион мира, призер Олимпийских игр. Кубинская команда также привезла чемпиона мира. Белорусская команда привезла призера чемпионата мира, а также много молодых именно победителей первенств мира. Очень много, да, где-то порядка 10 на этих соревнованиях
есть победители молодежных первенств мира. Как я знаю, вы являетесь заслуженным мастером спорта, да, призером Олимпийских игр. Да? Как оцените качество борьбы, да, и что ждете от турнира, от борцов, именитых борцов? Но чем хороша борьба, тем, что разные континенты представлены своей борьбой. Да, если азиатская школа, она более гибкая, более такая, много приемов разнообразных. Если взять американскую школу борьбы, она более силовая. И поэтому здесь, на этом турнире, представлены все основные виды борьбы, да, такие сплетения качества и силы. Поэтому схватки очень напряженные. И уже, как мы знаем, что состоялась сенсация. Да, призер Олимпийских игр, чемпион мира, проиграл в предварительном раунде. И ваши пожелания нашим болельщикам, зрителям, да, здесь борьба является спортом номер один. Ну что, хочу пожелать красивых, здесь, вернее, в Якутии любят борьбу и понимают, да, даже здесь аплодировали, вот местный борец боролся с японцем и в такой упорном поединке проиграл 2-1, и все болельщики устали, аплодировали хорошей борьбе, да, то есть японскому борцу, поэтому хорошего зрелища и действительно красивой борьбы. Спасибо. Так, ну, соревнования продолжаются, да, в каждом весе участвует очень много якутских борцов, все ведущие борцы борются за золотые медали, как скажем, да, ну, в весе сегодня 57 килограммов, Ариан Тютерин 65 килограммов, Виктор Рассадин, Нюргун Скрябин, да, полуфиналы начнутся в 4 часа. Ага. Кристина. Николай, спасибо. Я напомню, на прямой связи со студией был наш коллега Николай Бестинов. Мы продолжаем. Сборная России по футболу дома одержала победу над командой Шотландии со счетом 4-0 в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Подробности у моего коллеги Андрея Мухоплева. Андрей, как прошла встреча? Приветствую, Кристина. 2 гола Дзюбы помогли разгромить команду Шотландии. Хочу заметить, что на стадионе Лужники присутствовали 65 тысяч зрителей. Но об остальном по порядку. Добрый день. В эфире новости спорта, в студии Андрей Мухоплев. Сборная России по футболу дома одержала победу над командой Шотландии со счетом 4-0 в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Встреча прошла на стадионе Лужники в присутствии 65 тысяч зрителей. Дубль сделал капитан сборной России Артем Дзюба. По одному мячу на счету Магомеда Оздоева и Александра Головина. Дзюба занимает вторую строчку в списке лучших бомбардиров отборочного турнира, забив 8 мячей в 7 матчах. Лидирует форвард сборной Израиля Эрхан Зехави. Дзюба забил 23 мяча за сборную России, проведя 39 матчей, и занимает 3-е место в списке лучших бомбардиров в истории национальной команды. Лидером является Александр Киржаков – 30 голов. Для того, чтобы досрочно выйти в финальный раунд чемпионата Европы, сборной России достаточно не проиграть в следующем матче против команды Кипра, который пройдет на выезде в воскресенье. В 2 заключительных матчах отборочного турнира российская команда сыграет против сборных Бельгии 16 ноября и Сан-Марино 19 ноября в гостях. Российский баскетбольный клуб ЦСКА дома победил немецкую Баварию со счетом 79-68 в матче группового этапа Лиги Европы. Самым результативным игроком встречи стал баскетболист Баварии Григорий Монро. У ЦСКА больше всего очков на счету Уилла Клайберна. Игрок ЦСКА Йоханнес Фогман сделал дабл-дабл, заработал 10 очков и сделал 12 подборов. ЦСКА занимает 1-е место в турнирной таблице Евролиги, одержав 2 победы в 2 матчах. В пятницу «Зенит» примет испанскую Барселону. В тот же день «Химки» на своем паркете сыграют с испанской «Басконией». В следующем туре Евролиги ЦСКА примет «Химки». Встреча пройдет 17 октября. Магомед Адиев, вошедший в тренерский штаб Игоря Шалимова, покинул пост старшего тренера грозненского футбольного клуба «Ахмат» спустя 10 дней после назначения. Об этом Адиев сообщил на своей странице в соцсети. Шалимов был назначен главным тренером «Ахмата» 30 сентября после того, как «Ахмат» уступил Сочи в гостевом матче 11-го тура чемпионата России со счетом 0-2. Бывший тренер считает, что его решение далось ему очень нелегко, но, взвесив все «за» и «против», посчитал, что так будет лучше для команды. После долгого и трудного разговора с президентом клуба стороны пришли к полному взаимопониманию. После 12 туров РПЛ «Ахмат» занимает 14 место, набрав 12 очков. В 13-м туре грозненский клуб примет московский «Локомотив». Игра состоится 18 октября.
Около 3500 женщин посетили футбольный матч в Иране. Матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между сборными Ирана и Камбоджи завершился со счетом 14-0 в пользу хозяев поля. Матч прошел на стадионе Азади в Тегеране и стал первым за почти 40 лет, на котором женщины были представлены массово. В турнирной таблице отборочной группы «С» сборная Ирана занимает первое место, набрав в 2 матчах 6 очков. Международная амнистия в среду назвала выделение Ираном квоты на билеты для женщин циничным пиар-ходом и заявила, что правительство страны должно отменить все ограничения на посещение женщинами футбольных игр. Она осудила ограничение числа женщин, присутствовавших на матче, и признала Международную федерацию футбола повлиять на ситуацию. Отметим, женщинам в Иране было запрещено посещать мужские спортивные соревнования после Исламской революции 1979 года. Чемпион мира по боксу Эрл Спенс находится в тяжелом состоянии после ДТП. Гоночный автомобиль, за которым сидел боксер, перевернулся на высокой скорости. Об этом сообщает телеканал CBS. По информации источника, инцидент произошел в Далласе, штат Техас. Автомобиль, за рулем которого находился боксер, двигался на очень высокой скорости. 29-летний спортсмен не справился с управлением, после чего автомобиль несколько раз перевернулся, а сам боксер вылетел из машины. Отмечается, что водитель не использовал ремень безопасности. Спенс был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Однако ожидается, что боксер сможет выжить. Спортсмен остается в отделении интенсивной терапии. На счету Спенса 26 побед, из них 21 нокаутом, при этом ни одного поражения. На этом у меня все. О самых ярких и важных спортивных событиях в Якутии и в мире смотрите в следующих выпусках. Кристина, у меня на этом все. Тебе слово. Спасибо, Андрей. С нами был наш спортивный обозреватель Андрей Мухаплев. Наступают выходные, время отдыха и развлечений. Куда сходить и что посмотреть, расскажет мой коллега Александр Хавренко. Александр, да, выходные нас ждут очень тебе слово. насыщенные. Кинотеатры и театры приготовили для своих зрителей много интересного. Поклонников якутского кинематографа порадует премьерой нового комедийного фильма «Экспедиция». Главный герой картины – студент Сеня, известный вайнер, уверенный в своей неотразимости. Чтобы впечатлить любимую, он делает ей шикарное приложение руки и сердца. Но неожиданно Юлия отказывается, обвинив его в безответственности и несерьезности. Сеня решает доказать свои чувства и отправляется в археологическую экспедицию. Их ждут невероятные приключения, судьбоносные встречи и уникальные открытия. Мы интегрировали несколько направлений сюжета. Это лирический сюжет, это комедийный жанр. И фильм основывается на реальных событиях. Сюжет разворачивается именно на бассейне реки Лена, где происходит экспедиция, археологическая экспедиция среди студентов. Поэтому нам кажется, что картина удалась. Надеемся, что любители киноискусства, любители Саха КВН приедут на премьеру нашего фильма. Также на экраны вышел большой голливудский проект «Гемини». Режиссером фильма выступил трехкратный обладатель Оскара Энг Ли. А главные роли исполнили Уилл Смит и его компьютерный клон. Главный герой картины Генри Броген – бывший наемный убийца. Он не подозревает, что бывший босс Клей Варис спланировал его и сделал для себя нового идеального убийцу по имени Младший, наделенного всеми талантами и способностями Генри, но в молодом теле. Сам Генри теперь не нужен, и Варис решает замести следы и посылает Младшего устранить оригинал. Только мастерство никуда не делось, и Генри снова и снова ускользает. Младший не может понять, кто его цель, пока не сталкивается с Генри лицом к лицу. Фильм получился крайне динамичным и зрелищным. Вот как о своей работе над ним отозвался исполнитель главной роли Уилл Смит. Мне очень нравится тот факт, что Энг Ли, создавая данный фильм, позаботился о предоставлении зрителям весомой причины для похода в кинотеатр. Ведь только так люди могут получить невероятные эмоции от просмотра. Будьте уверены, обычный телевизор, пусть даже с огромным экраном, не справится с этим. Гемини Энг Ли снял со скоростью 120 кадров в секунду в 3D и 4К, так что иммерсивный эффект присутствия получился впечатляющим. Вы только подумайте, в данной картине была создана на 100% фотореалистичная цифровая модель человека. Это мой аватар, который будет отныне существовать вечно, даже после моей смерти. Режиссеры смогут создавать фильмы с участием 23-летней версии меня самого. Еще одна киноновинка недели – фильм «Мистер Олимпия». Биографическая история основоположников современного бодибилдинга братьев Вейдеров.
Именно они обнаружили в Австрии молодого Арнольда Шварценеггера и уговорили его переехать в США. Фильм расскажет, как строилась империя Вейдеров и сколько им пришлось пожертвовать, чтобы добиться успеха и пробиться наверх. Саха-театр в субботу приглашает, пожалуй, на самый известный свой спектакль «Желанный голубой берег мой» по повести Чингиза Айтматова «Пегий пес, бегущий краем моря» в постановке Андрея Борисова. 4 человека в лодке и стихия природы. Они попадают в безвыходное положение, оказавшись без еды, с небольшим запасом воды, окруженные плотным густым туманом, который неизвестно, сколько времени задержит их в плену. Тогда, ради слабой надежды на спасение мальчика Кириски, они приходят к решению пожертвовать собой. В воскресенье Саха-театр покажет спектакль «Весенняя пора» в постановке Василия Фомина. В этом монументальном спектакле занята вся актерская труппа театра. В главных ролях Дмитрий Михайлов, Иннокентий Луковцев, Ирина Никифорова, Зоя Багананова, Герафим Васильев и многие-многие другие. Русский драматический театр в субботу приглашает на комедию «Фарс» «Тетки» по пьесе Александра Коровкина. Две сестры пенсионного возраста живут в старинном красивом доме, который достался им в наследство. Дом непростой, а имеющий историческую ценность. Заполучить его пытаются местные чиновники, которые хотят выселить бабушек на окраину города в особняк продать. А в воскресенье зрителей ждет спектакль «По соседству мы живем». Это спектакль «Новая встреча зрителей» с чудаковатыми и обаятельными лоббитерскими персонажами, жителями маленькой сибирской деревушки и очередной виток комических и трогательных деревенских страстей. Спектакль возвращает все к тем же вечным вопросам человеческого бытия. Как жить в мире и согласии друг с другом, как сохранить милосердие и доброту, как уметь слышать и услышать ближнего. Калейдоскоп анекдотических ситуаций разворачивается стремительно и ярко. В то же время глубоко проявляется дух и трогательность малой родины, которая есть у всех. 14 октября в Доме дружбы народов имени Кулаковского выступит камерная группа симфонического оркестра «Резонанс» с концертом «Рок-хиты». В программе концерта симфонические кавер-версии популярных рок-хитов групп Placebo, Мэрилин Мэнсон, Аквариум, Кино, Рамштайн, Металлика и многих-многих других. Музыканты группы «Резонанс» — это преподаватели консерваторий, в прошлом музыканты филармоний и оперных театров, гастролирующих по всему миру, а также заслуженные деятели искусств. В воскресенье в спортивном комплексе «Дахсун» пройдет одно из самых ожидаемых и ярких мероприятий – фестиваль популярной культуры ЕКТ Geek Fest. Программа фестиваля настолько насыщенная, что любой найдет для себя что-то интересное. Но, конечно, главная особенность Гикфеста – это косплей, когда сотни людей наряжаются в образы популярных героев кино, мультфильмов, комиксов и компьютерных игр. Также в программе конкурсы короткометражных фильмов, всевозможные мастер-классы, чемпионаты по компьютерным играм, хендмейд, ярмарка и многое-многое другое. В Нерюнгри в воскресенье открывается 35-й театральный сезон. И первый спектакль сезона будет для самых маленьких зрителей. Юные нерюнгринцы смогут увидеть на сцене героев любимой сказки про Золушку. Роскошные костюмы, прекрасная игра актеров, неожиданные танцевальные и вокальные номера не оставят равнодушными даже самых взыскательных зрителей любого возраста. Драматический театр города Мирный сегодня приглашает на спектакль «Легкие». История о любви и взрослении на фоне экологической катастрофы. Постановка режиссера из Санкт-Петербурга Ярослава Рахманина по пьесе современного британского драматурга Дункана Макмиллана. Спектакль «Легкие» включен в лонг-лист Российской национальной премии «Золотая маска». Список самых заметных постановок сезона 2017-2018 года. А в воскресенье в театре ждут юных зрителей на сказку «Приключения Колобка». На этом все. Нескучных вам выходных. Кристина, тебе слово. Александр, спасибо за информацию. И в завершении выпуска о погоде в крупных городах республики. В Алдане минус 8 градусов, ветер дует со скоростью 4 метра в секунду. В Ленске столбик термометра остановился на отметке минус 6, ветер в порывах до 3 метров в секунду. В столице Алмазного края в эти минуты минус 7, ветер дует 7 метров в секунду. А за окнами жителей Нерюнгри минус 8, дует ветер со скоростью 4 метра. В Якутске прямо сейчас минус 4 градуса, ветер 4 метра в секунду. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Оставайтесь на нашем телеканале и не переключайтесь.